Rendemos quoi. Je dois stocker dans la porte. Юбилейс хоть кому-нибудь? Вася, может, углубить. Дождались, время сколько уже. Важно. Да. Добрый день, дорогие наши гости. Здесь Буреша, Гажаной Шьос. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем зале в этот зимний прекрасный день. Я сейчас с удовольствием предоставляю слово нашему директору библиотечной системы Мазуровой Лидии Владимировне. Здравствуйте, дорогие наши гости. Вы даже не представляете, как мы рады вас всех видеть в стенах нашей библиотеки. Библиотека наша давно работает уже вот именно по этому направлению. Мы работаем по направлению библиотека «Территория толерантности». Вы знаете, сейчас, конечно, уже в библиотеку люди идут не только за информацией, потому что информации-то у нас у каждого компьютера, интернет полно. У нас и за книгой, не только за книгами, но в библиотеку люди сейчас идут за общением. И мы поэтому стараемся, чтобы вот наша библиотека, пускай она будет у нас такая скромная, но была вот именно территория общения, территория встреч, территория разных там диспутов, дискуссий. И мы, честно, очень рады вас приветствовать. И мы очень рады вот открытию нашей библиотеки вот такого замечательного центра. Это, я не знаю, это просто... Ну, это нам подарок просто, да, такое большое вам спасибо. Я думаю, что мы будем очень хорошо, плодотворно и работать, и я думаю, что будут какие-то очень хорошие результаты. Спасибо большое. Вы уже, наверное, заметили, что наша библиотека находится при Дворце культуры. И поэтому мы не можем работать отдельно от Дворца культуры как-то. Они приглашают нас к себе, мы приглашаем их. Сейчас у нас в гостях директор Дворца культуры Кошина Елена Васильевна. Правильно сказала Ирина, мы взаимодействуем очень тесно, и мероприятия, они переплетаются зачастую. Вот сегодня пригласили меня на ваше мероприятие. Буквально в марте месяце у нас прошло очень большое событие в рамках десятилетия празднования коллектива «Италмас». У нас прошел фестиваль удмуртской песни. И вы знаете, наш огромный зал, численность местами мы можем вместить до 400, практически 50 человек, было тесно. У нас практически мы не могли вместить всех желающих, кто бы хотел послушать, насладиться вашей певучестью, вашей многогранной, как сказать правильнее, многогранностью вашей культуры. И поэтому мы очень рады, что такой центр при Дворце культуры, при библиотеке открывается, потому что мы знаем, что в Дегтярске очень много любителей и жителей удмуртской национальности, и любителей этой культуры. Всем доброго здоровья, и мы рады, что это случилось. Спасибо. У нас сегодня необычный день. Сегодня к нам приехали гости из Екатеринбурга, из Среднеуральска, с Ревды, из Верхней Пышмы и даже из Солнечной Башкирии. Каменск-Уральские даже. И Каменск-Уральск, да, я не всех помню. Нам очень приятно сегодня видеть вас в нашем зале. Хорошо, что вы оставили все домашние дела и пришли к нам поделиться, как говорится, разделить нашу радость такую. Сегодня открытие удмуртского уголка. А почему? Ну вот без названия. Ну, чтобы придумать название, я думаю, сделаю конкурсную основу такую. Будем уже выбирать самое такое интересное название. Это, наверное, у вас возникает вопрос, почему удмуртский, интересно? Потому что я сама удмуртка. Я думаю, наконец-то. Да,
ушла. Да. И, конечно же, у нас, как говорится, в нашем городе проживает немало удмуртов. И у нас даже есть свой удмуртский фольклорный ансамбль. Это «Алмаз». Создателем этого ансамбля является Лилия Мингазиевна, забыла. Да, и также она сейчас состоит в Совете ветеранов по массовой работе. Пожалуйста. Извините, а вот Здесь будет Гажана Ишляс. Здравствуйте, дорогие гости. Сегодня вот как радостно смотреть, что в зале новое начинание проекта такого финно-угорского, удмуртского, как называется у вас, названия нет еще, удмуртский уголок открываем. А вот вспоминается, когда я открывала, с удмуртами начала работать, ой, этому поклонишься, другому поклонишься, не соберешь. А сейчас вот видишь, какие организации у нас начались уже. Это радостно, радостно на душе, что это начинание с участием, с большим участием у нас в нашей ассоциации удмуртов, учредителей Шамшияровой Георгия и Шамшияровой Ольги. И плюс Зайнулиной Ирины. Спасибо вам большое, что такое начинание у нас ведет, но не последнее. В следующем у нас впереди большие проекты вместе с Советом ветеранов. И все вот радостно на душе. И вот давайте вместе работать, давайте жить дружно. Ну, давайте послушаем. Можно я добавлю? Конечно. Приглашаем. Может, вот Леша, слушай, кто-то может помнит, вот раньше нас с Кызылярова вот парень начинал, его, по-моему, убили даже в Свердловске, он же удмуртское общество хотел вот удмуртов собирать. Садыков, вот, да, его да. надо вспомнить, он хотел вот нас собирать первый раз. Минута молчания. Минута молчания. Давайте минутой молчания. Давайте. И вот это племянник Туктаровой Сакины, да? Да. Племянник. А вот продолжение, вот следите. Я продолжаю. Ансамбль. Вспомним двое. Нас снимает. Да, там была. Да, голос. Ладно. Шут, 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 куди ти боже не шут, дівчини,
Вспомним былое, коты будут защешка. А также Георгий Хасимянович является руководителем удмуртского ансамбля «Ашмез». В переводе на русский это «Родник». А также он ведет удмуртский сайт, единственный по Свердловской области, uralpinezh.ru, где можно узнать все удмуртские новости, и он, конечно, выкладывает все свои видеозаписи. Сегодня они также споют вам свои замечательные удмуртские песни. Ольга Тимофеевна проведет презентацию удмуртских костюмов. А также учредителем Центра удмуртской культуры Свердловской области Урал-Пинезh являются Василий и Наташа Адулины, пожалуйста. Актив ансамбля «Ашмез» – это Панчухина Валентина Павловна, город Среднеуральск. Мухамцева Светлана Владимировна, город Екатеринбург. Ахлясировы Марина и Юнус, город Екатеринбург. И просто активистка Сакина Апай. Свердловская область. Ваша презентация, да? А песня наша? Песня ваша. Очень разнообразный, очень богатый, очень красивый. И в каждой деревне, в каждом городе, так скажем, да, этот костюм даже отличается у нас друг от друга. Но мы все равно издалека, не только мы, другие нации, все равно издалека видят, сразу узнают, что это удмурты. Наши манисты чего стоят, да? Еще вот в 50-е годы прошлого века на работу, на ферму, в поле удмуртские крестьяне ходили в народных костюмах. Потом, когда в магазинах появились ткани разнообразные и одежда готовая, сшитая, вязаная, перешли на общероссийскую моду, как мы сейчас и ходим. Но мы, мне кажется, сейчас все-таки возвращаемся к своему народному, да, все-таки вот. Хочется одеть свой народный костюм. Удмуртские народные костюмы я бы разделила на 3 части. Это одежда из сукна, который я не могу показать, у меня нету его. В следующий раз как-нибудь покажу. Просто не смогла я достать. А домотканые платья из льна я могу наглядно вот показать.
Вот эти вот костюмы домотканые, они из чистого льна. Если захотите, потом вот придете, пощупаете, это в самом деле такие грубые из льна. Хоть и они вот грубые, хоть и в них вроде бы кажется, что они очень толстые, но в них в жаркую погоду не жарко. И вот это тоже. Это еще грубее. Тоже лен. Эти все ткани, все из чистого льна. И хочу сказать, вот эти вот платья, хочу похвастаться, это все мое. Это в моем шкафу, они висят на плечиках, а вечерние платья у меня лежат на полках. Так, потом, вот домотканы сказала, я не сказала на удмуртском, куэндера шучком начнется. Вот они сохранились до наших дней, да? Мне кажется, вот у кого есть такой костюм, мне кажется, он с гордостью, как я сегодня, да, может похвастаться, что у меня еще есть, сохранилось, и у меня еще в сундуке есть такие. И я тоже сегодня хвастаюсь. Орнамент узорного ткачества удмуртов передавался из поколения в поколение. В узорном ткачестве удмуртов заметно определенные территориальные различия. Не только территориальные, я бы так даже сказала, и вот эти орнаменты, они передаются из поколения в поколение. Скажем, вот по одному орнаменту можно узнать, из какого рода. Даже далекое поколение может узнать. Оказывается, даже вот друг друга не зная, что ты родственник, вот по этим орнаментам люди через какое-то поколение видели орнаменты, вот эти вот они, и узнавали, что, возможно, они даже родственники. Потому что вот она может показать, вот у меня это тоже такой же узор, орнамент, да, вот она передавалась из поколения в поколение. И они могли узнавать своих родственников. Мы же теряемся, в разные места уезжаем. Но это все уже как бы теряется, это очень жалко. На севере республики оно тесно связано с культурой родственных финно-угорских народов. На юге с тюркскими искусством. Первоначально с булгарами, позднее с татарами и башкирией. Вот северных удмуртов мы издалека увидим в белых костюмах. Мы сегодня вот одеты в костюмах северных удмуртов. Почему мы такой костюм шили? Потому что в нашем коллективе есть участница северная удмуртка. Света, покажись, пожалуйста. Вот она из Кеза, она северная удмуртка. Она тоже захотела. Я говорю, тоже хочу, чтобы в нашем коллективе свой, вот мой костюм, говорит, был. И все, вот это ее пожелание, и мы шили всему нашему коллективу вот костюм. И также южная удмуртка. Вот Валентина у нас, это Можга Кизнер. И у нее тоже пожелание было. У нас свой, как бы она говорит, костюм имеется в клетку, в красное. И по ее пожеланию у нас тоже есть костюм на весь коллектив. В общем, мы по пожеланию каждой участницы имеем. И пожелание наше, вот, есть я башкирская удмуртка, у нас тоже есть почти у каждого вот такой вот камзол. Белые фартуки. Так что у нас несколько разновидностей костюмов. Да, невеста. В этих костюмах среди узоров очень часто встречается узор, так скажем, она называется лягушка. Даже не могу показать, где он у нас есть. Это вышивали на костюме невесты. Как считает этнограф Владимир Владыкин, культ утки зародился в древние времена. По поверьям, утка участвовала в творении среднего мира, ныряя на дно мирового океана и принося в клюве землю. И появилась земля, где мы живем, да, получается. Человек-утка есть и на гербе Удмуртии. Хотя ее говорят, что это лебедь. Там женщина, это утка все-таки. Просто лебедь красиво звучит, все-таки вот лебедь мы говорим.
Ну, а вот знак, вот она, обозначение вот такое, вот вы его часто встретите в удмуртских костюмах. Это Оля, вон у тебя чуть-чуть похоже на Да, том, чуть-чуть. да, похоже Чуть-чуть. на том платье, вот, на подоле Евла. А здесь ивел. Так, ну, Чабрен Евлама. вот это вот, если что, можно показать наполовину. Видишь, вот. Вот, наполовину она вот получается, если вот половину показать, вот. Вот так вот. Цветовая гамма южных удмуртов сочные, ярко-бордовые, в клетку платья. Вот они у меня. Вот. Сочные, красные. С многочисленными узорами. Вот они узоры тут идут кругом. У некоторых по 2 редко даже. Так, это ручная работа домашнего ткачества и вышивка, да, все ручное, поэтому она очень ценится. Вот, и вышивка, вот это вот тоже ручная работа. Ее по-другому невозможно сделать, только вручную вышивку. Ну вот он отличается, вот на мне белый костюм, да, это северных удмуртов, а это южных удмуртов. Мы вот издалека, и сейчас уже наглядно можем сказать, бурановские бабушки, это у нас получается южные удмурты, да, вот они в таких костюмах ходят. Так что вот и потихоньку мы будем изучать и костюмы, и обозначения вот этих орнаментов. Загамских. Если дальше пойти, это очень интересно. И человек богаче может стать про свою не только культуру, а про свою вот это вот внутреннее, что потеряно. Мы можем, вот Ирина нам поможет, на этих встречах мы это все будем восстанавливать, изучать. И может кто знает, нам расскажет это. Айшон. На голове носим обычно мы красивые платочки, да? Айшон это головной убор. Айшон это по-удмуртски. Головной убор. Айшон в основном, вот этот конусообразный, высокий айшон носят артисты айкая. Вы, наверное, знаете, он почти доходит до 35 сантиметров, конусообразный, очень красивый. А головное покрывало, сверху которое одевается с красивыми вышивками, это называется щулык. Кабачи, это вышитый женский нагрудник. Это в основном, мне кажется, северные удмурты носят. Вышивается и как место вот этого украшения носится. Она вышитая. Юршет, женский, не юркшет. Юркшет это мы в основном удмурты из Башкирии говорим, да, юркшет. А юршет это же тоже также женский головной убор удмуртов калмезов. Они говорят юршет. Шапка, которая вязаная и украшена с монетами, с раковиной. Это вот у меня тоже она есть. Я сама это все сама сделала. И вот такая шапочка называется такьян. Ну, сейчас в основном одевают молодые девчонки, да, ведь вот. Они не платки одевают, а вот такой вот украшение на голову. Какие монеты там используются? А монеты раньше, если, конечно, у кого сохранились такие богатые серебряные монеты, украшаются ими, но это же редкостный случай. И мы сейчас уже на современных условиях, мы уже, естественно, ну, натуральные деньги, да, вот, 5-копеечные, но чтобы белые они были, именно серебро. А вот это раковину как объясняешь? Ракушки. А ракушки, я вот говорю, как ракушки, вот еще Лилия Мингазевна знает другое название. Как они называются? Гырпинь. Гырпинь, это вот на удмуртском, я не знала. Вот видите, Ну вот гырпинь. меня даже другой раз вот удивляет, это же мужское все, да? Да. Как бы торговля шла, или удмурты где-то жили раньше. Вот. У нас ведь у родителей точно такие Да, вот эти видите, гырпини. это сколько Так вопросов бывает. появляется, сколько интересных, это мы должны изучать потихоньку, откуда же все пришло. Но Георгий это много чего знает, мы потом его заставим рассказать. Всё расскажет. Дали бы мне слово, я бы все
Мы по-русски плохо говорим. дадим слово. Можешь на удмуртском, ну, потому что половина удмуртов. Да, мы поймем, Да, переберем все надо. Вот у южных удмуртов цветовая гамма состоит в основном из 3 цветов. Больше всего красный, что означает красивый. Во-первых, солнце красное, во-вторых, а что с ними сделать? Только красоваться, да, вот и в музеях посмотреть, поглядеть, вспомнить. И вообще интересно, это же мы сейчас идем покупаем, калоши купили, одели, пошли, да, продырявились, выбросили. А это чтобы носить, это надо еще сделать, чтобы носить. Столько времени. Заготовку уже надо. Вот я и говорю, это с чем ходить-то, пока вот ее нету? Не каждый сплетет. Во, не каждый сделает. А если кто не делал, значит, в чем ходили? Покупали. Вот башкирские удмурты вот говорят, в чем ходили, Георгий знает. Башкирские удмурты ходили в алкуэс, мне кажется. Кожаных. Валкуэс обрабатывать карса, кучан вурлылям. Сапек эстилен. Сапек формулы штылса, сапек энверлям. Все-таки башкирский удмуртёз, видимо, или богатый или побогаче, укточка, да. Все обработать коронку еще правильно. Да. Вот что башкирин редкостный случай певал, что это тутем вещёс. Именно из кожи выделанные в сапогах. Бай мурьёс лаулам балвен марменес. А мужская одежда состояла из рубахи в косоворотке туникообразного кроя с невысоким стоячим воротником. Ее носили с плетеным или кожаным поясом. Головными уборами были валенная шляпа. Вот шляпу я принесла, но это не вяленая. Вот такой вот формы они вот были. Это я просто принесла форму показать. Да. Или овчинная шапка. Овчинная шапка до сих пор кто-то носит. Да, она даже, и, мне кажется, модно сейчас. Или одной только дочери. Нас 5 так вот не досталось. А сейчас есть возможность. Нам тоже не досталось. Старшая забрала. Вот осталось было 5 штук, и вот мать мне отдала, потому что я вперед начала. Ну ничего, мы с ней по очереди будем носить. По праздникам. И хочу еще показать вот такую штучку, которая называется нупьет. Это именно вот эта штучка, я скажу, вот она вот старинная, но сам нупьет, она в наше время очень даже современная. Детей, вот так вот. Да, современное название кенгуренок. Ребенка сажали, и вот он спереди. Это можно сзади, и сзади можно носить. Сейчас молодые мамочки в основном вот пользуются вот таким нупьетом. Только почему-то он кенгуренок называется. Мало нупьетовался, да? Вот они ведь взяли удмуртов. Это удмуртов все. Все, что новое, есть хорошо забытое старое. Да. Наши и пельняне забрали, так и напьет забрали. А мы нет, мы аж с пельняне чучком целя. Так, а вот этот костюм, я еще вот хочу показать вот этот костюм. Вот этот костюм мне достался от башкирской удмуртки. Она мне ее подарила. Кто знает вот такую деревню Байшады? Вот Байшадыш, Милкушно, Сошуизоля, я тебе подарю. Тонпе кинуте на житот, может кулелос. Вон та 4 и чеберса. В следующий раз, может, дешевлена. Та Байшадыш вообще вот. И куча узоры, да, вот в длину, вот. Я ведь тоже Бой, что? Шли сыче с вами. Нянка дерем. Вот. Ну, Таис уже современная, это уже шиша. Район районом уже тоже, видимо, Да. уже одно разница была. Так. А вот этот костюм более современный. Деревни, по-моему, разницы были. Более современный этот костюм матери. Ирина слышит. Все успела. Вот у нее 2 костюма было. Один костюм она мне подарила, а второй она оставила себе на память как бы. Я ей другой костюм уже увезла, подарила вот такой костюм. Поменялась. Вот в этом костюме, наверное, все варяшевские на свадьбу ходили. Она у нас вообще дома не жила. Мне мать говорит,
Пока, говорит, она целая, не совсем порвали, не совсем заморали, говорит, забирай. Вот я забрала, ко мне, говорит, ходят и ходят. Наташа, давай это, твой костюм там на свадьбу надо. А больше нету, Свердловской гуляет, говорит, костюм. Ну, у нас-то, конечно, совсем другие. Да, у вас другие. Но это более современные. Она уже для себя шила на свадьбу ходить. Не в вечерних платьях, а вот именно в удмуртском, скажем. Да, у нас по-другому. Ну, шито также вот спереди короче, сзади. Да. Это разное, конечно, это все разное. Мы другой раз придем вот современно. Вот и покажете, вот и похвастаетесь. Проект только начинается, открывается. Поэтому еще много... Год Удмуртии в Москве только начался, 2015 год. Побудете и там еще в Москву. Да. Ну, в общем, коротко, вот так вот. Сегина Пайвера, почка. Давай следующий. У нас еще встречи будут. Это только начало. А теперь приглашаем гостью среди Сабирову, Елизавету. Елизавета Чеевна, то? Мухаммед Нуровна. А, точка, Мараш, разбирайся на что. А, Юрий Налыч. Денис Абалыч. Нормально, потихонечку, мотать чуть-чуть пройду. Удмуртский язык, он очень нежный, приятный на слух, словно журчание ручья. Хочется, конечно, ее слушать и слушать. И очень приятно, когда растущее поколение, мы как видели, да, изучает свой родной язык, традиции и обычаи. Интересуется своими корнями, с интересом относится к традициям, обычаям своего народа. Света Владимировна, вы сегодня подготовились к урокам, что ли? Готовы? Тема верна, это не загадка. Загадки на русском языке. Ой, мы имя далеко.
Сыле толем гужемен, вож венё деремен. Елка. Сописпу. Сосна. Кин толем гужемен, ялан одик деремен. Кенер везын печи вош пак. Энергетская пушчоза. Пăși gujem nătolalte, veniosыз вожесь солен. Виляре курка пыре, ашмемыз соп кричате. Мой гужем лен виштиез, коаре улыш горд пиштишко, моненел пиос ярато, бидоне сарваелто, узы. Мюлес кын соджужазно будис, табере пудыян мишедис. Убо вылын вош кайча, оскалтай пурчеса. Кылде тушкалос, синвуде пачил под тосу. Убо вылыш енаклен десяныз окшумында. Ножку кыз шалюзлета. Кубистала? Да. Майыл елыш чужмала ялан пайпоте. Шунды пала берецке. Семечки. Шундыберган. Правильно. Куда Шундыберган жует? Мон. Нечетечно соботе. Шкаш вот кено буде. Коариосыз пашкыт волют. Вы же чушкаш курыт. Вы же зайдете чего что? Шукашен чьём что? Кушман. Мне верадина крено горныши крен. Кирень. Так, шут пушкин буде. Чушка мода дюбулка. Копаса сизил, буе пыртышком, шидно своим пастичком, уже сама сичком. Картошка. А вот почему я кыжу? Картошка? А, гозма. Боже, идите, солить вашу картошку, картошка пешком. Картошками шучком. Лечит венё буго, дивану лышпотис, шорам со тужучки, ел щётен не видя. Хочешь пиво? Тушял. Винё. Мон буде пластичко, ките гине кылыны. Чемдыр я уйва данно, туш ел пластичко. Хочешь? Да, ледяную балачку. Ладно, все. Очень интересные звуки. Тань. Уж дурено, школа ено, чукна суе мыничко. Кылынуке выдышко, сошорено шучкичко. Сейчас. Да. И сегодня у нас гости из далекой Башкирии. Это Альфит Геннадьевич Занёка, редактор газеты «Башняк». Специальный корреспондент Ирина Мулаяновна Самигуловна. Фотокорреспондент Алексей Витальевич Самирзянов. Медицинский корреспондент газеты Лилия Задияровна Гараева. Где? Здесь Бурыч Гаранашев, Калеверазынки,
Тушкидёкыс, Башкирия, Милушкама, самый север Башкирия, и граница прям Пермский край. Мы привезли большой пламенный привет и от удмуртов Башкортостана. Вот хочется прежде всего порадоваться с вами, что сегодня у нас, у вас и у нас то же самое, такой праздник, открытие такого уголка удмуртского. Отрадно, что не забывайте свой родной язык. И хочется выразить слова благодарности тем людям, которые вот, не щадя своих сил, своего времени, за собой ведут удмуртов и организовывая вот такие мероприятия. Я хочу вот именно сказать про Шамшьяровых еще раз, потому что как бы эти слова прежде всего их касаются. Ну, мы знаем, почему? Мы знаем, как живут удмурты Свердловской области через них обычно. Ну, газета у нас выходит для удмуртов республики, хотя, но мы пишем не только об удмуртах республики Башкортостан. Мы пишем ограничения, географические ограничения у нас нету. Мы пишем даже о тех удмуртах, которые живут за границей. Если мы их находим, конечно. Я 2 года выписывал вашу газету, вот нынче только не выпустил. Что-то Алексей Самирджанович нынче меня без газет оставил. Через почту. Прав получит. В библиотеку одну газету выписали, да? Да, и мы сегодня вот привезли подарок для уголка, вот подшивку этого года, 2014 года. Ну, потом я думаю, наверное, вы пишете уже, сами сделаете подшивку уже 15-го и дальше. И хочу сразу подарить, вот, мы привезли подарок тоже мужскому уголку. Это Удмуртюч Кыллюкам, удмуртско-русский словарь. У нас на национальном языке большое вам спасибо. Вот. И также Ой, спасибо. у нас жил, работал первый редактор газеты «Ушмес», писатель, уроженец Патшинского района Республики Башкортостан Андрей Гримаев. Может, слышали, читали его книги? Знаем. Да. Вот его последняя эта книга, жалко, сейчас у нас его нет уже. И близкие тоже передали, чтобы библиотека этих книг перечитать. Есть книги в библиотеке на национальных языках, это же очень хорошо. Сейчас И сразу вот мы привезли тоже подарок. Это календарь, это наши газеты. Да? Ну, хорошо, вот надо было познакомиться, конечно. Ну и вам всем этот календарь подарим, кто здесь сидящим. Здесь вот дни недели написано на удмуртском языке, тоже перевод есть, и название месяцев тоже на удмуртском языке перевод. Чтобы и дети наши, чтобы помнили, наверное, не только дети, наверное, и взрослые еще уже не помнят эти дни недели на удмуртском языке. Что еще хочется сказать? Ну, насчет подписки я сразу скажу. Если есть желающие подписаться на нашу газету, возможность сейчас есть. Возможность есть. Вот мы вчера были Мартюша были. Там тоже открылся такой удмуртский уголок. И там тоже все об этом говорили. Там, вот, например, мы можем в библиотеку конвертом, там бандеролем отправлять газеты, если есть желающие подписаться. Газета стоит 300 рублей за полгодия.
мы можем здесь то же самое сделать. Куда-нибудь отправить, ну, В библиотеку сюда. по вашему, В библиотеку. да, в библиотеку или куда вам угодно. Придете, И, да, сами приходите и берете свои газеты. Ну, я думаю, здесь, я знаю, что здесь выходцев из Башкирии очень много, да? Много, очень много. Поэтому им, наверное, интересно будет, как живут удмурты Я же говорю, я со 2 своей года родине, получил. как бы на своей родине. Мы как бы на этой газете освещаем всю жизнь, как бы. Я не побоюсь этого слова, удмуртов Башкортостана. Как они живут, какие мероприятия проходят, как работают. И там есть рубрики для детей. Сами дети могут высылать свои работы, стишки, там, хочет рисунки, фотографии, все что угодно. Все это мы печатаем на странице газет. Детям это интересно. Им же нужно показать свою работу, а негде показывать. В Удмуртии есть, конечно, такие газеты, журналы, но это как бы туда очень трудно там печататься, да, потому что это уже уровень другой. А вот я не побоюсь это слово, журналисты, которые... Сейчас уже интернет заменяет газеты. Да, журналисты, которые сейчас работают и в Удмуртии, и в Башкирии, они прошли вот через эту газету. Первые заметки, первые стишки у них появились, и они вот эта газета их вдохновила на эту работу. Даже вот из Башкирии Федор Мингараев у нас работает сейчас в этом руководитель пресс-службы президента, ну, главы Удмуртии. Он как раз тоже похвастаюсь с моей деревни, где я живу, тоже земляк мой. Ну вот такие люди есть. Их можно, конечно, перечислять, но это много людей. Что еще хотел сказать? Как бы вот отрадно, что, я еще раз повторюсь, здесь тоже вот возобновляется работа была и возобновляется, а в Башкортостане работа ведется, конечно, на чуть-чуть высшем уровне с удмуртами, потому что у нас есть своя газета. В Башкортостане выходят газеты на 6 языках. И все это финансирует правительство республики. Конечно, тоже есть поддержка, да. И не только как бы вот эта газета еще помогает сблизить не только удмуртов и другие национальности, потому что очень много сейчас смешанных семей. И как бы и о них мы пишем. И как бы вот все это межнациональные отношения сближает народы. Ну, сегодня мы вот приехали как бы познакомиться. Я вот, например, первый раз приезжаю вот сюда. Ну, есть у нас, вот Ирина, она здесь, конечно, бывала уже, потому что родственники вот здесь. Лея Граева, по-моему, тоже уже здесь бывала, да? Ну, они вот не просто так приехали и оделись вот так. Алексей тоже не раз бывал. Ну, Алексей, да, тоже родственники. И поэтому они сейчас сами расскажут, почему так оделись, что добавят еще, что я оставил, не досказал. Если есть вопросы ко мне, пожалуйста, задавайте. Если будут вопросы, появятся вопросы, потом можно... Ну, Милян, Буковурт сани мешкесова таже, Уразгильды сова, Уразгильды. Но мана Ашалинин Геннадий, Аналин Сания. Ну, она из Пермский край, Петинский район, Вильхалмярisa. Все ясно. Милянка уходит. Пожалуйста.
И руки много, вон растется. Договорились. Как договорились? Что? Верочка, да, Верочка. Ну, я бы хотела начать речь гажанояшиас, гажаноас туганыяс, манам буртышкалык на туштростатан, что не токмашка. Добрый день, я очень рада. В этом городе я первый раз была в Екатеринбурге, в Каменск-Уральске, но про Дегтярск я очень много слышала, и очень мы как-то много встречались с нашими удмуртами, которые проживают на каких-то свадьбах, на каких-то мероприятиях у нас у себя дома. Но вот первый раз я в этом городе, мне очень понравилось, мне очень теплая атмосфера у вас здесь. Я хочу сказать, что в журналистику я пришла недавно, 4-й год я работаю специальным корреспондентом нашей газеты, но мой трудовой путь начинался в библиотеке, я была библиотекарем. Самый первый начало. И поэтому я хочу начать с этого. Я проработала 6 лет в сельской библиотеке, я знаю, что это значит, что это вот как бы ядро деревни, села, города, что люди идут, это как бы место, где собираются люди, единомышленники, люди каких-то общих интересов, люди, которые любят книгу, творчество. И я знаю, что это очень трудная работа, это непростая работа. Быть библиотекарем – это очень почетно. И я вот хочу вам оставить, Лидия Владимировна, Елена Васильевна, свою визитку, чтобы мы всегда были с вами на связи. И Иночки тоже. И мы так вот экспромтом собрались, приехали к вам. Примерно знали программу, но не знали всю суть вот нашей встречи. Просто мы не знали, что приготовить, какие подарки привезти. И сейчас у меня вот назрела такая идея в голове, пока сидела там в Каменск-Уральске, здесь. Я обещаю вам, моя стихия – это поэзия. Я пишу стихи на удмуртском, на русском языках. И я хочу вам подарить, будет возможность вам подарить свои стихи, чтобы они у вас были в уголке. И чтобы те люди, удмурты, которые приходят в библиотеку, чтобы они читали на своем родном языке. Кто знает меня, вспоминали про меня, про свою деревню, про родной район, про Башкирию, про башкирских удмуртов и удмуртов вообще. И я думаю, что ваш уголок пополнится моими стихами. А оформить, как вам их подарить, я это уже 100% обещаю, сделаю сама. И я знаю, что наглядность, она в библиотеке всегда очень нужна. Всегда сначала смотрят наглядное пособие, какие-то буклеты, альбомы. Поэтому вот чисто вот от своего имени лично и в Каменск-Уральск тоже также библиотеку. Матюши, да, мы были? Вот туда тоже, где мы вчера были, тоже обещаю. Спасибо. А о своей работе, если сказать, вот самый первый мой герой на страницах газеты нашей, это Георгий Укмот Шамшияров. Вот про него я писала, вот этот материал про него вышел. Они как раз в это время были, когда вот в номер выходила газета, они были где-то на фестивале и уже мне пишут, ему уже пишут, мы про тебя читаем. Он еще в Екатеринбург не приехал, но уже удмурты со всех различных регионов его друзья уже ему пишут, а мы про тебя читаем. Значит, вот газета, она все-таки нужна. Я знаю, что люди сейчас не больно-то читают, предпочитают в интернете сидеть, электронные версии читать. Но в любом случае, вот, где бы мы ни говорили, с кем бы, с какими бы людьми любых возрастов мы встречаемся, и они говорят, да, читать в интернете это хорошо. Хорошо, что электронный вариант есть, но все-таки хочется взять в руки газету, пощупать, чтобы она была у нас на руках, и чтобы можно было развернуть. Тепла больше вот от такой газеты, чем от электронной версии. Ну, это книга. Так, Ирина, извини, это же ты получишь, я вот тоже в конверте купить, чтобы вот получала, ты же как родню встречаешь. Да. В конверт. И вот мы очень надеемся, что вот такая газета, наша вот удмуртская газета у вас будет, и тепло вот от этой
этой газеты будет присутствовать и в зале вашей библиотеки, и в душе ваших людей, которые проживают у вас в городе. Желаю вам больших успехов, именно вот чтобы уголок ваш развивался. Я могу сказать, что в народе есть такая поговорка: большой путь начинается с первого шага. Я думаю, вот этот шаг, вот он будет большим таким, будет такой длинный, красивый путь. Одик вам шлечку, шке кущуресшла. И я думаю, что вот мы сегодня приехали, наше сотрудничество, наши встречи будут и впредь, мы будем встречаться, мы будем как-то друг другу помогать в работе, сотрудничать с вами. И я думаю, что встреч таких у нас будет очень много. И очень радует, что именно вот такой удмуртский уголок появляется у вас. И я думаю, очень много различных таких проектов у вас будет совместных. И это и для библиотеки очень хорошо показать свою работу. В общем, молодцы, мы рады. Девчарские курсы не смогли. Гусечки не смогли. Кушака вылезла. Бурановский бабушка. Да, вот мы обещаем, что я сказала, что мой первый герой был Георгий Мот-Шамшияров, да, статья так называлась, поэтому я уж так и говорю. А дальше, я думаю, вот будет много-много материалов об удмуртах, которые проживают на территории вот, вашей области. Мы обещаем. Только подписывайтесь. Все. Получится, нет? Как Ирина говорит, раскладно. У нас удмурты, когда к соседям заходят, шапартеша. А если издалека приходят уже гости, дечеш, кошек идет, что они лохты, где-то макан карса, дечеш, вот с таким приветственным словами заходят. Вот когда были дети, бурей, шуна, бурса, и мерков, бурба. Он мало вида бурей, что и же идет бывает. Особенно дети бурей, это волокашкой, дети бурей. Ой, гажано еще. Гажано, то моёс. Шкиласа лапники, основном, о чем я хочу сказать сегодня, не зря мы одеты вот так. Как Коля уже объяснила, эти костюмы у удмуртов Удмуртии. Они тоже одеты на из Удмуртии, на расклад Удмуртии. А вот мы удмурты из Башкирии. Уже разница большая. Разница большая даже в том, что куда идти, в каких одеяниях, мероприятиях. Я простая женщина деревни, которая ходила на работу вот в таком виде. Да. Носили всегда лапти. В каждом доме умели вести лапти. На ногах были портянки тканые, именно лен с шерстью на осенне-весенний период. На летний период были длинные чулки тканые, тоже чулгес называется. А урдек, это урдек именно пряли шерсть осеннюю и ткали потом всеми родственниками, ткали ее. Она толстая получалась. Мужчины носили их до самых пахов, а женщины носили чуть выше. И они были тоже такие, они урдек, это называется урдек чулка. Они были белые-белые, праздничные, они натурально шерстяные были. Были на работу одевали, ну на работу, которые уже от нарядов оставались, штопали да одевали. И чем у них ноги не мерзли в них. Шерсть ведь она не пропускает туда и холод, и вода, весь снег, она сверху остается. Вот такие они у нас мастера были.
были, ну, лапти носили даже в осенне-весенний период, сырость. Как они носили? Они вот на подошву кутопу, они туда кутопу называлась. Сюда вот как коньки они приделывались из этого. Да, как коньки приделывались, я еще это очень хорошо знаю. Именно ее делали из клена и из дуба. А знаете, какие они тяжелые. А потом уже у кого возможно черная полоса в жизни ушла. После того, именно когда разобрали вот эту кола. И вот эту кола не смогли собрать по бревнам. Уже все не смогли, она уже не существовала. Но были люди, которые ходили в эту кола, молиться ходили, да, и никто содействие уже не принимала. А я уже замуж вышла в другую деревню, 36 километров. Я уже другой род попала, да, ведь как эта женщина, девушка уже выходит замуж, уже сторону мужа принимает. Но у меня скребло на душе, потому что я с этого места я ушла, а кола нет уже, скребло. Ну вот, я собрала всю свою родню, купили мне ягненка и сделали так, закрыли вот это кола. Потому что у нас все были девочки, уже замуж вышли, не осталось. У нас вся деревня собралась, хотя из этого кола не было. И вот как будто это с груза выпало. Да, это... Сохраните вот свою, вот чуть-чуть хотя бы что-то знаете. Молитесь, просите Бога. Бог всегда с вами рядышком. Просите ангела-хранителя своего, чтобы она всегда с вами была, чтобы крылышки свои не пожалела, чтобы своих родственников, своих детей, своих друзей под свое крылышко она забрала, и чтобы злым духом, врагам, чтобы она никогда не давала. Вышла я замуж в Арибаш, где единственное, что хранится, имена родств. Там Тукля, Поска и Чуя. Я из Тукли. Вот. У нас еще это действует. Чуть-чуть, но действует. Спасибо всем за это начинание. Спасибо за то, что, уважая свою национальность, свою народность, вот так вы собираетесь. Спасибо Оле. Спасибо вообще всем за то, что вот мы сегодня здесь. И я говорю, и смотрю, и вижу родные лица, которыми вместе учились. В одной школе вот с ними учились. Да. Они некоторые даже мы все родственники. Пользуясь этим случаем, хочу сказать, что еще. Я не знала, с какой стати и зачем еду, что я должна, почему, но я приехала. Что бы ни было, да. Но я тот вечер немного думаю, что-то ведь надо делать, что-то ведь надо сделать. Чуть-чуть хотя бы. И вот то, что потерялось у удмуртов, этого уже нигде нет. Подарить ваш удмуртский уголок вот такую штуку. Кто это знает? Вот, это маркшет. Это нагрудник у женщин кормящих. Да, это, да, в основном тканые. Они были разукрашены разноцветными материалами, остатками, чтобы было и тепло, чтобы было оно и ярко-красочно, чтобы бросалось в глаза. Кормящая мать, приподнимая вот эту нагрудник, ну, она у меня длинноватая, потому что силиконовых нету. Ее можно приподнимать вот здесь, а кому надо уже, и ребенок спокойно под этим укрытием, под своим дыханием, теплом, она спокойно сосет. И в это время мамаша тоже есть. Нет уже специального, бросая работу, ребенка не кормили раньше. Они вместе кушали. И даже есть такая не притча, или это, ну, говорят такое. Мананкоте уктара, анайтечи кампешуем. Я не наедаюсь, когда я ем без матери. Мать ест, и она ест. Да. И потом же спокойненько ребенка берут
и его ложат. А эти нагрудники, даже вот те старушки раньше говорили, перед смертью говорили, как Морашет теклижный и на джеда. Без этого не отправляйте на тот свет, чтобы обязательно вот это, что было. Да. А уже старухи ее носили, не стесняясь, разукрашивая поверх платья. Вот так. Да. Я очень хорошо вот это помню, которые старожилы у нас были, а у них уже было круглой формы. Не такой вот, а круглой формы было. Чтоб не терялись наши корни, чтоб не терялись наши вот такие малоупотребляемые вещи, слова, хоть чуть-чуть пусть напомнит вот эта тряпочка, что она означает. Ирина разукрашивать придется. Ага, да. А здесь еще специально пришивали монетку серебряную. Одна штука, да. И чтоб она вот здесь была, и чтоб напоминала о нас. Удачи вам! Успехов вам, радости вам, солнце, чтоб всегда вам светило ярко, хотя и она будет пасмурная погода, значит будет дождик, дождик будет, значит зеленеть будет, все на свете. Родич маром потом, вот тоже как зарина дочка на кунь была болтать, Моня мармишми родич, тут дьяволом, Моня, тут дьявол, мет забнет. Открытие удмуртского уголка – это только первый маленький шажок к объединению удмуртов в нашем городе и вообще. И начало сотрудничества с удмуртскими коллективами, фольклорными ансамблями и просто интересными людьми. И поэтому в нашей библиотеке создан проект, целый проект. Цель проекта – это объединение удмуртов, развитие удмуртской национальной культуры, возрождение обычаев и обрядов. Будем проводить интересные встречи, мероприятия, будем изучать национальные удмуртские праздники, костюмы, кухню, игры, народно-прикладное искусство. Будут информационные часы. Будем отмечать юбилеи, знаменательные даты и национальные праздники. И будем изучать, самое главное, обряды и обычаи. А теперь прошу снова Ошмес, ансамбль Ошмес. И, как мы уже с вами договаривались, Ирина, конкурс нам предложили, мы с Еленой Васильевной тут поговорили, и действительно, вот это действительно, может назовем его удмуртский уголок, первый шаг. Да, это очень хорошее название. И вот у нас в этом году наш город маленький, наш город не старый, так сказать, молодой, но в этом году у него была такая вот замечательная дата. 60 лет исполнилось нашему городу. Юбилейная дата. Большое вам спасибо за подарки. Вы даже не представляете, какое это счастье иметь вот хоть несколько, хоть пару-тройку книг на языке, на национальность, на каком-то национальном. И мы хотим вам тоже, конечно, наши подарки не такие, будут богатые, и мы хотим тоже вам всем подарить вот эти вот скромные подарочки. Память о нас останется. Большое спасибо. Большое вам спасибо. Я очень рада. Мы очень рады, что вот такая вот встречу организовали. Что я местный. Спасибо. А я не собираюсь. Пожалуйста. Вот у нас теперь, знаете, что у нас называется наш уголок удмуртский. Как они будут называться? Первый шаг. Да, действительно, это да. Вот корреспондент. Можете даже нам с Еленой Васильевной присудить приз за название. Ясно. Ирина. Нет, вот это наши скромные юбилейные. Чтобы все наши гости на память получили. Пожалуйста. Спасибо большое. Извините, если
Я бы еще дал слово каменским удмуртам, у которых вчера прошел первая презентация газеты Удмуртского уголка. Давайте, Ирина, в самом деле, вчера вот ты сама была? Ну-ка, скажи. Да, я сама была. По секрету всему свету. Добралась автостопом. Спасибо. Здравствуйте, дорогие товарищи. Конечно, я не ожидала, что мне тут слово дадут. Анатолий, помогай. Мы вчера тоже как бы открыли свой маленький уголок. Мы начали как тоже с шамшиярами дружить. Удмурты познакомили меня с ними, и вот у нас началась с ними дружба. Мы теперь как хвостики за ними везде. У меня хвост короткий. Я да муж у меня чисто русский. Но он тоже любит это очень. Вот. Мы создали свой ансамбль. Раз в неделю собираемся, поем, ну иногда вот где-то тоже выступаем, только год нам. Они приняли бурановских бабушек у себя там, организовали завод, колокольный завод, поводили бурановских бабушек. 40 человек принимали из Игринского района, на большом автобусе приезжали. Ночевали 40 человек штабелями. Ну и сами были тоже как бы деятельности. Теперь будем знакомы с вами. Вот познакомились с башкирскими. У меня сестра Удмуртка. Она вышла замуж в Башкирию. Она живет тоже в Башкирии. Ишбулякский район. Ну, она там живет где-то, и свой язык уже забыла, и татарский, и башкирский не знает, только русский. Все равно русский язык у нас связной. Я очень рада, что у вас тоже такой уголок открылся. Да, экспромтом у нас, экспромтом. Сказали, Шамшияру 14 открываем, не знаем что. Так что, как сказали, так и сделаем. А что тянуть время? Потом никогда и не откроется. Вот давайте еще у нас гости. Если не тяжело, давайте мы общее фото вот так. Давайте.